очень много людей, которые сохраняют вот эту гражданскую связь, политическую связь, какую-то морально-психологическую связь, патриотизм свой к Украине, они, конечно же, эту надежду транслируют на свободную территорию, считая, что здесь люди должны консолидироваться, политические силы консолидироваться и все-таки довести все те процессы, которые Майданом, и не только одним, а всеми предыдущими подобными событиями вели до конца, и в первую очередь к восстановлению территориальной целостности Украины, к восстановлению вот этого правового состояния, к свободе, грубо говоря, ну не грубо, а как бы, да, это так, как бы пафосно не звучало и так далее. И тревога крайняя такая, то есть она очень напряженная, и очень жаль будет, потому что мы тем самым можем терять вот эти симпатии, вот эту лояльность, и люди будут и так, их стремятся замкнуть где-то вот в своих там домах, в своих каких-то маленьких коллективах, чтобы они и не вздумали думать иначе, то есть загоняет на вот эту кухню, как это было в советские времена, да, лишь бы не выходили никуда. И потом эти настроения Российская Федерация через восстановление, там, например, делегаций в ПАСЕ будет транслировать уже на международное сообщество, говорят, да смотрите, у нас все спокойно, нормально и так далее, и так далее. И Украина это должна очень четко понимать, что вся вот эта вот политическая игра, все эти там вот предвыборные какие-то баталии в нынешней ситуации это не просто так, там количество мест в парламенте, а вот я там что-то приобрету от этого, какие-то, может, личные, там еще иные интересы, это судьба страны, это судьба территории, судьба граждан Украины на многие годы вперед. Это ответственность крайняя. И вы помните прекрасно все эти разговоры во время президентских выборов, как они велись, то есть речь не только в личностях была кандидатов, да, сколько уже в более глобальных вопросах. И ну, сейчас как бы раунд номер 2, что произойдет с парламентом. Что произойдет с парламентом, и здесь уже, как мы видим, новый президент. Он пока транслирует достаточно нормальные, наверное, заявления, а прорываются вот реваншисты уже откровенные такие. Ну, вот смотри, вот непонятно в итоге зарегистрируют нет, но намеренно таки имеют Клюев, этот Шарий, Портнов там очень активничает и так далее. То есть люди, по сути дела, прямо симпатизирующие, ну, прошлой власти там и так далее. Мягко говоря, не симпатики Майдана. И таких людей немало, и они довольно известны. Самый известный из них Медведчук. Вот как тебе лично, вот по всем вопросам Медведчук пройдет в парламент? Вот появление Медведчука в парламенте, на твое личное мнение, это что? Это очень серьезный вызов сегодня для демократии украинской. Буквально сегодня мы разговаривали о положении в средствах массовой информации. Я там опять фамилия Медведчука, да, который откровенно начинает строить некую там информмонополию, скупая телеканалы там, и так далее, и продолжая, по-моему, это делать. И с одной стороны, есть очень большое желание подавить вот эти процессы, но с другой стороны, и ты это прекрасно знаешь, есть вопросы сохранения принципов, да, где эта черта, чтобы не превратиться в то, чем является сегодня Российская Федерация. То есть между желанием остановить откровенный реванш и все-таки не предавать принципы демократии, сохранить ее в Украине, потому что это, наверное, сегодня главное отличие нас от них. И это очень важно сегодня, эту черту найти. И здесь самый главный, наверное, рецепт – это очень серьезные институции, судебные, парламентские и многие-многие другие. А с ними у нас, к сожалению, большие проблемы. Поэтому, опять-таки, это вызов очень серьезный. И здесь как украинский политикум, так и украинское общество, как они себя проявят. Опять будут по приколу действовать или все-таки возьмутся за голову и попытаются выстроить очень серьезный отпор
подобным Ну, с инициативам. такими людьми, как Медведчук, по приколу-то не прокатит, потому что люди-то серьезные, люди, понимающие, что они творят, совершенно осознанно, и люди с ресурсами. И это, на мой взгляд, самый серьезный вызов администрации Зеленского, вообще и украинскому активному обществу. Не зря мы видим эти демонстрации, это только начало, потому что когда этот человек придет в парламент со своими людьми, я тоже, в принципе, можно предсказать реакцию активных людей и так далее.